Новый детский сад в Магасе обещает стать объектом будущего. Строители возводят здание строго по стандарту образования. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов рассказывает министру просвещения России Сергею Кравцову, что благодаря большой финансовой помощи федерального центра удается решить вопрос с очередностью в детские сады. В регионе завершили строительство многих простаивающих объектов. Я скажу вам, что министр строительства Балахоев, что вице-премьер, что министр образования, они все вот поэтапно. Но в части того, что я сейчас не буду говорить, у нас ведь еще там, ну, например, 5-летней давности были объекты, да. И вот я вам скажу, вот в Карбулаке мы сдавали первую, да, я вам даю слово, за 2 недели, за 3, до 1 сентября, в 4 школах были разбросаны дети, и родители там прям приходили и говорили, потому что один в 2 классе, 5 в другой, это, они в 4 школы. То есть, беда была. Мы все-таки 1 сентября в действительности вот, напряглись, и министр там чуть ли не ночевал в строительстве. Мы делаем это, но вот вы правильно заметили, есть объективные причины. Вот субъективные причины мы должны искоренить. Вот они не должны быть от нас зависящие, от министерства. Я вам даю слово, что навстречу нам идут. И министр строительства, Сергей Сергеевич в любое время созвонишь, он говорит, что нужно, поможем. Но там тоже свои возможности. Сформирован бюджет 2021 года, еще что там, пока туда изменения, то есть многие такие вещи. А в целом, Сергей Сергеевич, я рад, что вы приехали, вот именно реально, вот именно на стройке, вот здесь на площадке, что вы сами видите, реальность, я вот до вас просил, он говорит, 3 месяца, я даже добавил 4 месяца. Но в любом случае от субъективных тех, от нас, от меня лично, от команды, которая зависит, и от строителей, мы сделаем. Сергей Кравцов отметил, что такие объекты просто необходимы региону, где самая высокая рождаемость в стране. Министр просвещения уверен, что все возводимые объекты, которые особенно необходимы системе дошкольного образования, нужно вводить в эксплуатацию строго в указанные сроки. Ведь такие здания с нетерпением ждут мамы и малыши. У нас поручение президента сейчас строится беспрецедентное количество школ, детских садов, в том числе в республике Ингушетия. Мы видим очень хорошую динамику по рождаемости детей. Мы видим, что строятся новые дома, фактически новый город Магас, столица Ингушетии. И, конечно, важно завершать объекты срок. Я очень прошу разобраться в каждом конкретном случае, потому что не могут страдать дети, родители. Они же ждут этих садиков, они ждут новые школы. Я знаю, что вы лично каждый объект держите на контроле, и ежедневно мы практически раз в неделю с вами созваниваемся, вы докладываете ситуацию, лично переживаете, насколько вот те проблемы и вопросы, которые есть и сегодня, я хочу сказать, во многом ситуация стала меняться. Если бы мы посмотрели там, чуть раньше, вот меняться динамика, и сегодня на совещании как раз еще раз обсудим, подведем итоги, определим конкретные даты сдачи, чтобы люди услышали от нас, когда эти объекты будут введены. Это очень важно. И я знаю, что такие планы есть, вы со своей командой, Александр Ильич, этим занимаетесь, и я уверен, что будет результат. Хочу поблагодарить вас, и мы со своей стороны будем оказывать необходимую поддержку. Большая столовая, современная прачечная, кабинеты для занятия творчеством, спортивные и музыкальные залы. У каждой группы в детском саду будет свой собственный буфет. Проект действительно впечатляет. Особое внимание уделили безопасности, запасные выходы, камеры видеонаблюдения, свой лифт, прачечная, просторные кабинеты и не только. Вот такими будет новый дошкольный объект, который строит в Магасе в рамках национального проекта «Демография». И рассчитан он на 220 детей. Здесь создадут 13 групп, 4 возрастные, а остальные ясельные. Условия нового дошкольного учреждения позволяют создать здесь дополнительные места. Уже сейчас на объекте завершены все бетонные работы по возведению каркаса здания. Полностью провели электропроводку. Имеются детские игровые площадки на улице. Вот. Вокруг, значит, огорожено.
Имеется подъездная дорога, внутриплощадочные дороги, автономное электроснабжение, имеется в виду дизельные электростанции, кроме подводящих линий. Значит, в подвальном помещении имеются и стиральные, и гладильные, разные необходимые технические помещения. Детский сад будет подключен к городским очистным сооружениям. Проблем с этим не будет. Во дворе здания обустроят игровые площадки, построят беседки для творчества и не только. В новом микрорайоне возводят многоквартирные дома. Детский сад станет настоящим подарком для жителей. Лена Сычева, Асхаб Белокеев. Новости 24.